Говорит и показывает Сахалин – крупнейший остров в России. Именно здесь, на восточной земле, омываемой Охотским и Японским морями, и пройдут первые зимние игры «Дети Азии». Спортсмены из 21 страны смогут убедиться, что Сахалин – это место необычайной красоты, яркой природы и настоящей русской зимы. Но, конечно, в разгар соревнований у спортсменов будет не так много времени, чтобы любоваться живописными пейзажами. Но все равно, побывав здесь однажды, они будут с восхищением вспоминать эти места и гостеприимство островитян. Да, жители Сахалина очень долго ждали и упорно готовились к празднику спорта, который объединяет детей, живущих на азиатском континенте. Стоит отметить, что первые зимние игры предваряли 6 летних спортивных форумов, которые проходили в Якутии. Международные спортивные игры «Дети Азии» проводятся под патронажем Международного олимпийского комитета каждые 4 года. Впервые огонь игр был зажжен в 1996 году. Кроме традиционных видов спорта, таких как футбол, баскетбол, волейбол, бокс, легкая атлетика и других, программа включала и национальные дисциплины. Масс-рестлинг – это перетягивание палки, хапсагай – единоборство и якутские прыжки. В 6 прошедших играх приняло участие свыше 8 тысяч юных спортсменов Азии. Участники игр в последующем становились призерами и победителями чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр. Особое место организаторы всегда отдавали церемониям открытия и закрытия игр. Это масштабное театрализованное зрелище, которое придавало спортивным состязаниям атмосферу праздника. Один из главных обычаев игр – это эстафета огня. Всего было задействовано на играх 360 факелоносцев. Огонь в каждом населенном пункте доверяли самым достойным. И их по традиции сопровождало 3 постоянных хранителей огня. В этот раз ими стали успешные сахалинские легкоатлеты. Огонь зажгли на родине игр «Дети Азии» в Якутии, в национальном природном парке Ленские столбы. Зажжение прошло с соблюдением древних обычаев. Согласно преданию, только чистой душой может прикоснуться к огню, поэтому шаман передал священный огонь ребенку. После зажжения огонь передают в руки хранителей. Одним из них стал Роман Трубецкой, чемпион 3-х игр «Дети Азии» по легкой атлетике. Эстафета каждый день длилась, и такое ощущение, что каждый день у меня были соревнования, и вот это внутреннее волнение, мандраж, так сказать, он присутствовал постоянно, потому что такое значимое событие, которое очень, много эмоций отдаешь ему. Огонь проделал огромный путь. После Якутска он отправился в столицу первых зимних игр «Дети Азии». В новогоднюю ночь его встретили в Южно-Сахалинске. 7 января он начал шествие по островам Курильской гряды. С 19 января огонь снова продолжил путешествие по острову Сахалин. Событие, которое объединяет всю область в целом. И, конечно, вообще идея эстафеты огня, она несет за собой объединение народа, объединение сердец вокруг одного мероприятия. Огонь завершит свое путешествие 9 февраля. В день открытия игр, проделав путь более 4000 километров. К маяку огонь доставит корабль, построенный специально для церемонии открытия. Василий Радченко, Юрий Осипов, Владимир Павлов, Семен Афанасьев, «Дети Азии», Сахалин. Всего в турнирной программе заявлены соревнования в 26 дисциплинах 8 видов спорта. 8 команд представит Россия, и в этом есть некая географическая справедливость. Ведь азиатская часть России – это 13 миллионов квадратных километров, что составляет 77% территории всей страны. То есть российские команды представят все регионы Сибири и Дальнего Востока, ну и, конечно, по традиции, команда Москвы. Что касается иностранных спортсменов, то некоторые команды еще продолжают пребывать, но уже на острове представители южных стран. Это Индия, Филиппины, Сирия, Эмираты и Непал. Да, они приехали заранее, ведь им потребовалась более длительная адаптация к нашему суровому северному климату. А многие ребята прежде никогда не видели снега. Вместо палящего южного солнца морозный ветер в лицо, вместо легких футболок теплые куртки. Непальская делегация прибыла в Южно-Сахалинск еще 5 января, чтобы как следует адаптироваться к суровому климату. Юные спортсмены не только впервые увидели снег, но и лыжи. Чтобы принять участие в гонках, они начали усердно тренироваться. Каков результат трехнедельного лыжного ликбеза, покажут старты. Будучи на тренировке с ребятами,
Я видел, как они пытались спускаться со спуска, и, естественно, лыжи в разные стороны разъезжались, они не понимали вообще, что с ними происходит. Вот, а одного парня мы доставали из ливневочки, вот, но как бы они со временем обретали уверенность. Абхишек в родном Непале занимается футболом, бегом и танцами. Лыжи даются ему нелегко. Спортсмен признается, что первое время очень нервничал, боялся. Выступать новичку придется наравне с опытными лыжниками. Меж тем прогресс очевиден. Я очень нервничал сперва, потому что это большие соревнования. Но сейчас я уже успокоился. Мои навыки стали лучше. Я уже хорошо езжу на лыжах. На отдых времени у команд нет. Прилет, размещение и процедура аккредитации. Далее знакомство со спортивными объектами и тренировки. При этом еще нужно справиться с акклиматизацией и влиться в насыщенный график соревнований всего за пару дней. Что касается разницы в климате, то я просто стараюсь одеваться теплее, насколько это возможно. А по времени стараюсь не спать в середине дня. Нужно сразу подстраиваться под временную зону и ложиться спать, как все. Разница во времени с моим городом на Сахалине 16 часов. Да, для многих спортсменов вокруг все нового. Настоящий снег и морозы, северное солнце и переменчивая погода. Но уже завтра, когда начнутся первые старты, им некогда будет сетовать на особенности русской зимы. Саргалана Захарова, Семен Афанасьев, Дети Азии, Сахалин. Завтра первые старты. Соревнования пройдут на 6 спортивных объектах в Южно-Сахалинске. Один из них был открыт буквально накануне. Это крупнейший на Дальнем Востоке лыжебиатлонный комплекс «Триумф». А я добавлю, что кроме зимних спортивных объектов будет задействован и футбольный стадион «Спартак», где пройдут церемонии открытия и закрытия. По словам организаторов и технического персонала мероприятий, почти все объекты готовы к проведению первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». На них уже проходят заключительные тренировки спортсменов. Как сами участники, так и их тренеры отмечают, что трассы комфортные и соответствуют заявленному оснащению. Стадион «Спартак», рассчитанный на 4200 мест, возьмет на себя роль открытия и закрытия соревнований. А место, которое вы сейчас видите, это спорткомплекс «Кристалл». Арена для 1200 ценителей фигурного катания и шорт-трека. К тестовому запуску закончена заливка катка, подключено световое, звуковое оборудование и камеры видеофиксации. На играх будет работать современная система видеоповторов для более объективного судейства. Эти соревнования по своей сути носят характер олимпийского мероприятия. Да? Подобные соревнования, аналог, проводится в Европе. Это Европейский юношеский олимпийский фестиваль. Горнолыжный комплекс «Гора Парковая» протяженностью почти 1 километр предназначен для сноубордистов. Впрочем, как и спорткомплекс «Горный воздух». Последний, который кроме параллельного слалома примет еще и горнолыжников во всех дисциплинах. Всем фанатам хоккея прямиком в ледовый комплекс «Арена Сити», а на трамплинный комплекс заявятся лыжники для прыжков с высоты 45 и 70 метров. Ну и биатлон. Специальный комплекс самый большой из вышеназванных объектов. На 122 гектарах расположилась трасса протяженностью 8 километров. Факт в том, что они за короткий период построили стрельбище, и оно, я считаю, оно соответствует всем международным стандартам, которые проводятся во всем мире, и тем более у нас в России. Для подготовки трассы катков задействовали десятки единиц техники, в том числе и той, которую заказывали специально для этих соревнований. Спортивные объекты Южно-Сахалинска свою проверку на прочность пройдут уже завтра. Василий Раченко, Владимир Павлов, Сергей Козюра, Дети Азии, Сахалин. Первое, что привлекает внимание по прилету в аэропорт Южно-Сахалинска, это огромное количество людей в одинаковых зеленых куртках. Это волонтеры. Яркий цвет их одежды позволяет безошибочно отличить их в толпе. В играх задействовано более 1000 волонтеров, большинство из них сахалинцы, но вместе с ними вызвались помогать и другие жители страны. В их рядах есть и иностранцы из Кореи, Китая и Монголии. Отбор в России был достаточно жестким. Приоритет отдавался тем, кто владеет иностранными языками и имеет опыт волонтерской работы на крупных международных мероприятиях. Ребята ждут делегацию из Сирии. Это их первые иностранцы, которых они будут встречать. А сирийцы же по-русски не говорят. Кто-то из вас по-английски, да, владеет? Но они по-английски плохо говорят. А по-английски хорошо говорят? Да. Первые ваши слова какие будут, когда вот они выйдут? Welcome to Russia. На играх задействованы и узкоспециализированные волонтеры, например, как волонтеры-медики или логисты. Еще они работают на спортивных объектах, заняты в культурных программах и повсюду сопровождают спортсменов.
Существует устоявшееся понятие, что волонтеры – это исключительно молодые люди. Однако в этом движении есть и серебряные волонтеры, например, как 60-летняя Мария Егоровна. Приехала из Казани Галия, она чуть постарше меня, но с Казани она. Ну, я сам, когда еще она не приехала, я была самый взрослый, пожилой волонтер. Форма волонтера состоит из теплых курток и джемперов, штанов и флисовых брюк, шапок, перчаток и хомутов, шарфов. Мне очень сильно она понравилась. Я хотела уже с первого дня ее носить, но пока нельзя было. А сейчас вот. Мы работаем в основном на улице, и это вот большой плюс в том, что форма очень теплая. Это прям очень радует. Кстати, ребята строят большие планы на эту форму, поскольку после завершения игр она остается у них. В них можно отправиться на природу, покататься на лыжах и сноуборде, но главное – это большая память о первых зимних международных играх «Дети Азии». Сегодня в пресс-центре состоялась презентация медалей игр. Все как обычно – бронза, серебро и золото. А настоящие ли это драгметаллы? Ответ на этот вопрос всегда вызывает интерес. Медали представляют собой металлический цельноштампованный корпус, выполненный из сплава цинка с высококачественным покрытием и полировкой. Дизайн награды основан на украшении народа айнов, живших в Сахалинской области. Это символ солнца. В центре логотип игр. Его обрамляют 4 стеклянные вставки с изображением видов спорта, представленных на соревнованиях. Всего выпущен 91 комплект медалей. Награды победителям соревнований начнут вручать со второго дня. Церемонии будут проходить не на спортивных объектах, а на главной площади Южно-Сахалинска, чтобы как можно больше людей смогло увидеть героев игр. Идею придумать для игр свою зимнюю Олимпиаду впервые была озвучена в 2016 году как раз-таки представителем единственной островной области нашей страны. Сахалин и стал площадкой для проведения первых морозных и снежных детей Азии. Они будут проходить в Южно-Сахалинске по 16 февраля. Обо всем, что происходит здесь, на склоне, лыжных трассах, трамплинах и ледовой арене, мы вам подробно все расскажем. Следите за нашими дневниками, а с вами были Ларина Сукуева, Сергей Суханов. Пока!